Радует, что уменьшается лазарет и появляется какая-то связанная грань. И огорчает, что нет положительного результата. Команда сегодня старалась. Были у нас вынужденные перестановки после первого тайма. И до последнего мы пытались изменить счет и имели моменты во втором тайме, хотя и Торпедо имела. Поэтому прикнуть, что команда играла там безвольно, не могу, но вот в концовке последнего передачи и точности при исполнении не хватило. Поэтому моменты-то были, хотя и у Торпедо были моменты. Ничего не остается, как двигаться дальше и настраиваться на следующую игру с Днепром. Поэтому поздравляю соперника с победой. Как бы во вторник руководство мне было сказано, что я исполняю обязанности главного тренера, пока не найдут нового главного тренера. Это все, что я вам сказал, ну, чтобы не было вопросов по этому поводу. А все остальное, пожалуйста, по игре только. По игре, короткий вынес матча. Ну, давайте скажу так. С Гродно нам всегда тяжело было играть. У нас получались равные игры, они вроде как интересные, с моментами, но здесь на первый план выходит уже кто больше мотивирован, кто больше настроен, кто больше чуть лучше готов. Поэтому нам где-то повезло. Могли мы и в первом тайме забить еще. Ну, как есть, так есть. Ну, я еще скажу, что эта победа как бы и к Вадиму Викторовичу тоже относится. Ведь он тоже приложил много сил для создания команды этой, поэтому и его заслуга в этом тоже очень велика. Дякую. Коллеги, питання Пагульні. Дякую. Филипп Андреевич, Беларусь 5. Насколько смена руководства повлияла на команду, на настрой команды? Были ли сложности какие-то в подготовке к матчу? За такой короткий период что-то менять – это глупо. Это глупо. Во-первых, это нет времени. Во-вторых, в принципе, работали неплохо, налаживали взаимодействие. Ну, что-то сломалось, что-то случилось, но каждый для себя сделает выводы по истечению времени. Ну, а что касается самого тренировочного процесса, тут, в принципе-то, сложностей никаких нет. В принципе, мы знаем друг друга, знаем, как бы, что делать, куда двигаться и как это делать. Поэтому. То есть команда спокойно вышла, то есть как-то это вот собралась, смогла, то есть? Ну, я вот вчера с многими поговорил, с некоторыми даже достаточно было услышать от них ответ и посмотреть им в глаза, и видно было, что сегодня они будут катиться, рубиться, играть за Торпедо. Дякую. Є ще питання? Каляласка. Слушайте, ряд игроков, которые при Скрипченко играли в основе, вы оставили в запасе и наоборот. Запасных сейчас у вас играли в основе. Вы как-то поиграете состав? Да нет, почему? Те, кто был на сегодняшний день сильнее, они играют. Поэтому здесь это смотрится в тренировке, это отслеживается по поларам. Там же невозможно просочковаться. Сейчас такая система, что глянул, там видно, кто работает, кто не работает. Это отслеживается по игре. То есть это смотрится предыдущие игры. Может быть, игрок играл и не было у него паузы какой-то. У всех есть спады. Они
не только потому, что, к примеру, там физически, но какой-то эмоциональный спад. И ты смотришь, анализируешь и делаешь какие-то выводы. Соответственно, у нас и тренерский штаб хороший. В этом плане у нас идет общение и принятие решений того или какого игрока поставить в игру. Дякую. Персонально тогда поздравляем вас непосредственно с первыми 3 очками высшей лиги. Тренер. Спасибо. Спасибо.